знает, что мы ее не обижаем. Так, ну что, пообедали, поехали проверять налимов. Чай попить. Там-то не Ну вот и река Печора. И, как мы видим, без проблем, как без пряников у нас. Вот, вода все-таки пошла на прибыль. И просто прибыло где-то сантиметров, наверное, 30. Вон, как мы видим, берег весь в воде. Где-то по колено воды. И сейчас мы будем эту воду штурмовать на буксировщике. Нам надо добраться до льдины и проверить вот наши палки, которые здесь. И те, которые мы вчера переставили на край полыни. Там проверять сейчас будет очень и очень опасно, если они уже не уплыли. Ну посмотрим. Главное, сейчас нам надо переехать. Переехать там надо по-любому. Да ладно, пусть не гонись, Иван. Все, переехать надо по-любому. Иван Григорьевич, на, держи, снимай. А мы сейчас с Сергеем попробуем. Да. Все, ты просто вот сюда в окошко смотри. Да. А вы попробуйте проскочить. Оно уже снимается нормально. Да. Далеко-то не ходи сейчас, вот это, как мы... Нет, да. Ну что, поехали! Рисковые ребята! Давай, плывите, голуби! Вперед! Прекрасно! Что там проблемы были с заездом, оказывается, еще это полбеды. Вот, где был лед, где стояли наши палки, пошла вода. И как мы видим, вот она не замерзла, и воды сантиметров 30. Но тут-то лед, ладно, был сантиметров 7-8 уже, и на нем вода пошла. Это еще не так критично. Вон там Иван Григорьевич пытается поймать ерша. Самое страшное это то, что вот мы пожадольники, которые поставили возле открытой полыни, этот лед поднялся, но он вчера был тонкий, а сегодня было всего +1, 0, -1. Оно не успело замерзнуть. И как бы лед рыхлый, тонкий и рыхлый. Глубина где-то там по грудь должна быть. И вот там вот начинается опять же опасность, блин. Опять экстрим. Оденем камеру на всякий случай. Пошли. И вот приходится по зашугованности вот проходить вот эти промежутки. Лед, корочка есть, но оно не держит, получается. Вон. Тут еще местами вот он очень глубокий, где вот потому что была впадина по колено воды. И мы вот с острова на остров перескакиваем с льдины на льдину. То здесь попробуем. И там потом, если что получится, по зашугованности пойдем. Ну-ка здесь черный. Че, нормально. Все, а вот этот лед поднялся вместе с Печорой, вместе с уровнем воды. И он как бы сухой. И вот на эти палки как бы есть надежда, но в то же время здесь он пробивается с одного раза. Вон. И здесь как бы не камильфо. Пока нормально. Тут хоть воды нету и немножко хоть это укрепился. Прихватило, да, вчера, видать, ночью. Вот опасно вот такие места. Видишь, он пробивается с одного раза, но вон. И глубина-то здесь поднялась, кстати, сантиметров 30, это уже глубже стало. Ладно, не будем о печальном. Будем думать о прекрасном, что здесь сейчас у нас пойдут налимы. Вон. Друзья, подошли вплотную к реке. Река у нас получается от палки в 2 метрах река уже. А вот там мы хотели поставить, там уже, видишь, промыло, да? Вчера хотели там
Ну и что, Серега, начинаем проверку. Что, время тянуть, сейчас темнеет, а мы опять не взяли фонарика. Ну, в буксе-то есть. На другом участке-то мы... Вон, корочка небольшая с вчерашнего дня появилась. И это хорошо, главное не растаяло. И главное, вода пошла на прибыль. Это дает надежду, что все-таки налима мы поймаем. Я все боялся, я все удивлялся. Не то, что боялся, почему? Почему так? Почему речка остановилась местами? И это прибывает. Она должна... Ой, убывает вода. Она должна пойти на прибыль. Она убывает. Что, давай через раз будем. Одну ты, одну я. Кто из нас счастливее? Давай, ты первый. Я первый, ну давай. Хорош. Шуга, видишь, прет под это. Шевельнулась шуга. Так. Что-то есть. Ушел. Кто-то был, дергало, да. Тяжко была. Натяжка и дергала, где-то килограмма 2 было, что-то такое. Килограмма 2 даже. Да, хорошая натяжка. Потяжки были такие, раз, два и ушел. Может, язь был. Килограмма 2. Это уже дает надежды. Здорово. Плохо то, что не дошел. Он в шуге там вот туда, потому что шугу он затащил. Но дергало. Так, пошел я пока долбить. Закинешь, да? GoPro стоп. А? Ну что есть, потом, если что, приедем, то насадим. По темноте с фонариком. Так, ну что, пошла запись, давай. Есть натяжка? Нет? Да. Есть язь. Вот. Ненскадан. Вот такой. Есть одна рыба у нас. Язёк, да. И там, скорее всего, тоже язь был. И он сошел, наверное. Видишь, заглотил как Неплохой, малька. да. Так. Вот, с почином. Запутала. Но сейчас глубина появилась, и рядом с рекой тут, в принципе, вон река, она уже буквально в 2 метрах. Там у меня тоже, скорее всего, язь был. Налим бы не сошел это. Хотя хрен его знает. Потяжки-то как у налима было. И они одинаковые, в принципе. Тянул, да? Да. Он такой вот. Язь. Так, Красивый-то какой, а? отцепляю его. Какой он зимой красивый, да? Ну, вон красные такие эти. Так, надо его крючок тот отцепить. Уже круто. Так, эта палочка моя. Правда, она упала. Пока я долбил. Вода идет на прибыль. О. Хо-хо. А, тут маленький налим, наверное, и был, да, болтался? Да, мы его оставляли. Ладно, пусть болтается. Крупного нет налима. Распутаешь, если что-то насадишь там на крайне одного малька. Я пока пойду отдолблю вот это. Что там есть? Что-то идет. О, еще есть. Серега мастер по язю. Зацепился, смотри, не сильно, да? Слабо, да? Еле-еле. Ага. Вот, второй язь. Ну, у меня, скорее всего, значит, тоже язь был. Потому что знает. вот из-за этого также, наверное, слабый и сорвался. И видишь, палка-то лежала. Может, он и потянул палку или что, или просто прибыла упала. Так, едем дальше. 2 язика уже есть. Здорово. Мышон. Тряпку не успевает, Да, блин, язь сразу срывает и до налима не доходит. А если бы был бы ёрш, язь бы не трогал бы его. Проверим твою удачу. Так. Что-то натяжка есть, там тоже туда потянуло. Вот. Язь тоже язь. Ненскадан. 3-й язь. О, смотри, говоришь, на двойник не попадает. Ага. Вот тебе и на двойник. Он бы не сошел, смотри. И верхняя губа, и нижняя. Он здоровый двойник и взял здоровенный двойник он. Он очень кушать хотел. Этот бы уже точно наш был, не сошел бы уже. 3-й язь.
Язевое царство здесь. По Печоре сейчас везде, наверное, язевое царство, блин. Хорошо. Хоть что-то уже веселее пошло, да? Гоп. А? Не понял. Настроение даже ясь приподнимает. Ну, конечно, зимой-то. И вон это рядом с полыней, считай. Это не река, вон льда нету, это просто огромная полыня на несколько километров. Где-то там приклеилась, ниже приклеилась, и вся река открыта. Это сколько же она будет замерзать, я не знаю. Вчерашнего дня чуть-чуть только прихватило, буквально сантиметр где-то. А ты вчера двойники по 2 малявки цеплял? Да. А прикинь, на один двойник 2 язя попадет. Нет, такого точно не было. Ну-ка. 3 малявки осталось. 3 малявки? Придется ночью с фонариком насаживать, приехать сюда. Поехали. А? Поехали. Поехали. Так, у меня сейчас на этой камере есть. Что-то есть, да. Натяжка идет. Есть. Еще есть. 4-й. А О, как же? тоже слабо зацепился, да? Да. Ну, ези такие, смотри, крупненькие. Хорошенькие, да. Уже весело, да? Котлетные. Грубо говоря, почти на каждой палке. Вот у меня сход был 4 азия, одна только пустая была, да? А, там налимчик был. А так практически на каждой палке пока. Енскадан. Что-то камера не стала голосовые команды выполнять. Ладно, смотрим здесь. Палка лежала. Не, здесь пусто. Пусто и все съедены. Все съедены. Язи были. Приходили в гости язики. Налопались. Все кончились? Да. Ну, ничего страшного. Потом приедем сюда. Что, долго приехать, что ли? На ночь же без наживки не оставим, блин. Конечно. Ладно, едем дальше. Вода прибыла, палки одна оторвала, и вот и упали. Льда-то не было, они не успели примерзнуть. Есть? Нет, это пусто. Тоже пустая. 3-я подряд пустая уже, да? Привыкли к хорошему. Быстро привыкаешь. Пусто все, да? Закидывай пока. О, кто-то дергает палку, видел? Ага. Кто-то палку дернул. О, что-то идет. Эй. О, щука. Прикинь, на том. Смотри, какая красавица. Ну да. И на тонкую леску и не перекусила. На самую тонкую попала, считай. Смотри, какая она печорская, светлая. Белая, ну. Светлая. Ну-ка, фонарика не взяли, да? Да. Не знаю, видно, не видно. Ух, какая, смотри. Какая. Килограммчик, наверное, не меньше, да? Килограмм-то точно есть. Блин, вообще белая, не то что на озерах. А как она не перекусила? Леска-то вообще тонюсенькая, блин, 0,5. Ну, удача была сегодня на нашей стороне. О, Класс. о, Янцикадан. Светлая, вкусная. Ну, малосолочка. Ты Вообще чего? белая, да, даже белее, чем летом, да? Конечно. Янцикадан. Так, ну, благодарность тебе. Мы тебе быстренько сделаем каракири, чтобы ты не мучилась. Вот так вот. Так. Где? Я смотрю, палка сразу шевельнулась. Так, давай, Серега, доставай рыбу. Ясь? Дальше от воды. Не, кроме езя, кто ж? И это, да, маленький налимчик живой. Маленький налим. Ну, это который насаживали. Оставляли, то есть. Да. Ведро. О, Почему-то еще одного крючка. красавчик. Это 5-й ясь уже, да? Да.
Пока кидай, потом разберемся. Крупного налима нет, он бы так бы маленького взял. Так, у нас 5 язей и щука. Есть еще... Конечно, такая тоненькая. Ну да, надо будет поменять потом. Так, еще у нас тут водная преграда, здесь обходим. Держи, так не иди. Так А не- что мы тут это же? Мы же тут... Всё это так некомфортно это все. Нормально, нормально. Так. Вот здесь вот опасно будет. Тут вообще, смотри, Да, тут льда нет. чернота, блин. И темнеет еще, и без фонарика. Фонарики, буксировщики тоже пошли, не думали, как не думали. Что нам столько ездей попадется. Да, что так долго это затянет все. Так, вот одна палка осталась. Вот вторая палка. К сожалению, к ним мы пробраться так и не смогли, потому что лед рыхлый, лед тонкий и глубина уже порядком. Две палки оставляем до завтра. Надеюсь, ночью будет морозец. Лед немножко окрепнет, и завтра мы сможем подойти к ним. Пока. Вчера мы здесь перескакивали, но сегодня вода поднялась. И просто опасно. Опасно, друзья. Так что и так хорошо у нас. Сколько? 5 язей щука, да? Точно. Или 6 язей? Самое главное, щука попала. Да, щука это вообще красавица. 5 язей щука. По 2 рыбы на брата. Так что здорово, проверка удалась. И у нас есть еще 15 палок на другом месте. Там уже, друзья, будем проверять с фонариком. До встречи, друзья, на новом месте. И потом мы вечерком еще сюда вернемся, потому что очень много палок осталось не насаженными. Здесь закончились мальки, живцы. Привезем оттуда с тюрьмы и приедем опять по новой, чтобы насадить, чтобы завтра опять, если получится, снять урожай. Ну все, друзья, пока, встречаемся на следующем участке. Ночные рыбаки, как светлячки, идем, блин. Только что был экстренный выход на этот лед. Надо было заснять то, а что сейчас-то? Вон, вода прибыла, везде вода. Наши палки стоят в воде. И у нас впереди экстремальная ночная проверка. Идем с надеждой, потому что все-таки подъем воды дает надежду. Да, Иван? А, вон аж где он. О, блин. Здесь вот лед ни хрена не подняло. Ой, мама, шикадам, шикадам. Его не поднял, потому что держит эта штука. Так, что, высыпаем мальков, да? А зачем? Там же есть мальки, хватит ведь. А просто на завтра, если... А что, думаешь, на завтра не хватит? Там вроде... Надо поменять, нет? Сейчас не знаю еще. Даешь, твою мать. Вот тут вот реально опасно. Тут как лед вот туда идет наискосок. И где-то на пол сапога примерно. Ой, блин, по башке еще ударил. И тоже пусто, да? Палку подержи. Пусто. Малявок. И малявок надо тут менять. А та вроде живая, крайняя. Крайняя, да. А тут два крючка, да? Да, тоже живая. Кто-то шевелится вроде. Да, пойдет. Все равно ничего не попадает. Вот тут тоже лед не поднялся, а вода на полметра прибыла. Вот такая вот фигня. И рыбы опять вроде бы здесь нет. И мальки на месте. На том месте ни одного малька не было, да, живого? Все посрывали, а здесь
Там река, да, рядом, а тут, блин, что, зашуговано все, рыба не проходит через шугу. Если один какой-то пройдет, Не, если вода поднимется, если шугу оторвет от земли, может и будут пролезать, что? туда-то придет сюда. Он идет к берегу, там идет подбуха к берегу. Ну вот и крайняя палка. А, предпоследняя. Последняя Ивана Григорьевича там по центру. Вон. Тут тоже вода прибыла. На штык лопата получается. Вон почти. Это сантиметров 25 где-то. 30. А лед не подняло. Где лед подняло, там сухо. Где не подняло, там вот такая вот катавасия. Так. Ну-ка. Ну-ка. И здесь пусто. Не надо. Две малявки есть, и обе живые. Я не знаю, в прошлые разы проверяли, хоть мальки были сорваны, а сейчас вода прибыла, и что-то и никакого результата, да. Странно вообще. Ужин у нас сегодня. Что? Перловая каша с мясом. Солдатская каша с автоклава. Плюс курица. Всем доброго вечера. Всем приятного аппетита. Сергей, Иван. Ну что, дослужили мы сегодня, нет? Заслужили, так поэтому поляшки. Вот Вон. Время 7:30 вечера, как не Да, заслужили? Рыбацкий напиток заслужили стопочку? Только ужинать сели. Сегодня потрудились мы на славу. Сделали фронт работ. Кроме палок, то, что проверили, на озере закинули еще 11 жерлиц. Так что есть надежда завтра на щучку. Ну, приятного аппетита. Пока камера оттаивает, мы немножко покушаем. Потом, как до песен дело дойдет, сделаем кручение. расскажем, как дальше жить. Как до песен дело дойдет, Иван Да, как Григорьевич. только до песен. Наверное, Всё. не дойдет. Я пленку забыл, блин. Так, Всем приятного аппетита. Да, пока. Пока. Пока, давайте. Для совхоза, то есть кирпичом. И еду, и перед Войвожем вот такие спуск, подъем. Короче, я вышел на подъем. Блин, в глаза светит дальний свет, белый свет прямо. Я спустился, ну я переключился, щелк на КамАЗе там. Поднялся, он не переключается, и опять щелк, опять там такой маленький спуск. Спустился. Пощелкал, смотрю, такой же белый свет. Я чуть выехал, думаю, да нафиг он нужен. Встан, пусть проедет. Короче, остановился, а 12 час уже, в 11 только загрузился. И так вот, лег на баранку. Потом смотрю, на полу, блин, такой свет белый, вот как скатерть. Думаю, да откуда же он светит? И раз, елка летит вот так. Я думаю, самолет что ли загорелся? Ну, интересно же. Я дверку открываю, на этот козырек залез. Он вот так до меня долетел, и под прямым углом над тайгой, сколько я на козырьке стоял, сколько видел, он полетел и полетел. Вот такой шар. Рукой Без- не махали рукой? Нет, без шума, без пыли, Шума ничего, нет, да. ни хвоста за ним, ничего. Смотрю, ну как солнышко такое, светит ярко. И над тайгой прям, ну, лес видно, все, и полетел туда. Я пришел к покойному мельнику, рассказываю, говорю, Славка, вот, блин, такую ерунду вот видел. Но это было поздней осенью. Через год, короче, в сентябре они едут, Пурп едет на картошку рыть в Покчу. Мы едем на рыбалку с ним. Короче, я говорю, поплаваем ночь. А потом, говорю, ты сядешь на лодку, в Покчу поедешь, поработаешь там день. И обратно приедешь. Я тут отдохну. Тогда и ружье было, уток погоняю. Короче, осень опять. Ага. Ну, он приезжает, все, мы перебираем плавун. Короче, закинулись, тут плывем. Там надо до большого дерева плыли, до елки. А нет, мы раз всплыли, попала нельма и штук 6 сигов. И, короче, в двухведерную кастрюлю поставили, закидали это. И там кусты же все зеленые, ива. А есть такой серый куст ивы. И я говорю, Славка, вон под этот серый куст. Он видно даже ночью, что он серый, а не зеленый. Короче, поставили кастрюлю и плывем.
он гребет в ту сторону, к берегу, как бы спиной к кустам этим. А я-то держу веревку здесь, на носу. Смотрю, уже доплываем почти до дерева. Смотрю, там, блин, вот такие два знака, ну, два полумесяца. Мелькают, такой синеватенький, красный, тык-тык-тык-тык. Я говорю, смотри, это что за сигнализация, блин? Примерно в том месте, где мы рыбу положили. Он посмотрел, о, ничего себе, кто-то со спичками ходит. Я говорю, ничего, ты за 150 метров разве спичку увидишь? Да она будет гореть, ты не увидишь. А тут два такие полумесяца вот. Потом только повернулись, я говорю, давай выбираем нафиг. Короче, хоп-хоп-хоп-хоп, это все выбрали. Только выбрали, я хотел заводить, смотрю, где эти знаки, блин. Они помелькали, и смотрю, вот так, Петрушинское болото, зарево. Светло, светло, и вылетает вот этот шар. Я говорю, Славик, вот я тебе рассказывал вот про этот шар. И вот летит, я говорю, сейчас он куда-то под прямым углом свернет. Вот он летит прямо на нас. Я, блин, газу по центру реки, напротив куста, останавливаясь. Остановился, ну, течение чуть несет. И вот этот шар летит, вот так летит. До нас долетел и вертикально, блин, полетел вверх. И мы сколько смотрели, темно же было, плывешь и смотрю, вон та звездочка кругленькая и летит. А Серавин с пацаном на дамбе у Пологи, короче, там спали у палатки. Я потом спрашиваю, ты видел это? Да нет, мы спали. Короче, уже 10-й час был, мы пришли на дамбу. Я так лег, смотрю, блин, вот серебряная точка это. Ну это же, а небо чистое, блин. Ну вот, ну что это могло быть? НЛО. Да, ну, Друзья, тут я ну, что рассказал случай из жизни, что видел НЛО на реке Печора, когда была ночная проверка, зимняя ночная проверка, морозную ночь. И рассказал ребятам, что было. Ну, Иван Григорьевич, оказывается, тоже видел. Так что я дважды видел. Вот это не выдумки. вот Я этот тоже шар. дважды. Один раз видел я в 9 классе НЛО. Охотились на куропаток с одноклассником, с Андрюхой. И второй раз буквально где-то, наверное, лет 5 назад, не помню. Ну, около 5 лет назад тоже ночью видел на реке Печора, над Печорой. Просто, наверное, метров 300 где-то, наверное, 200, может быть, так вот от... Было НЛО, и движение у него, звука нету, да, Нет, выше, это- ниже, вот такие прямые по траектории, Нет, вверх, это вниз. просто метров 50 от дороги. Вот здесь летит вот так. Ну, летит, я с кабины смотрю, летит, повернула туда. Повернула, я дверку открываю, через крыло, блин, на этот козырек залез. И смотрю, сколько видел, вот так. Пошло и пошло и пошло. Я думаю, ну что это может быть? Сел в кабину. Нет, сейчас всякие дроны есть, но это не дрон. По размерам, те по размерам больше В моей то время Нивы. не было дронов. Больше моей Нивы, оно где-то по размерам, по-любому Так больше, вот. да. В то время не было дронов. Жду комментариев, у кого были случаи реально, когда видели НЛО или что, пожалуйста, делитесь в комментариях. Я говорю, вот... Сказки сказками, но это Да, реально было, есть да. такое. Я Было. видел 2 раза, вот Григорьевич Дважды видел 2. я Ты, видел. Серега, не видел ничего? Обычно знаете, что говорят? Ну, люди, когда начнется, надо, говорит, меньше пить. Да, но я же не пил. Да. За рулем еду с Ухты, блин, все как положено, загрузился кирпичом, все. А он идет, просто меня слепит. Я ему щелкаю, переключись, а он не переключается. Ладно, давайте выпьем, чтобы... Пусть летают, главное, чтобы нас не трогали, да? Да, да. Не, пусть бы приземлились, да что-то посоветовали. Не надо. А где рыба? Как Да, рыбу как, ловить? что, как рыбу. Так нет у них там рыбы, наверное. А вдруг? Да ну... Они бы так не летали, они сюда же на рыбалку тоже приехали, наверное. Вот Ладно, что, друзья. я и думаю, что, блин, не клюет. Выловили? За вас, друзья, чок. Да. Дай Бог. Дай Бог всем здоровья. А рыба будет. Вот сейчас вода прибудет, и рыба будет. Как ни крути, речка есть речка. Это река. Видишь, вчера не было, сегодня есть. Значит, завтра будет еще больше. Ну, я тоже так думаю. Так, хлебуш... Ножичек вот, товарищ. Так. Серега сейчас сделает вам хлебушку. Продолжаем кушать, ужинать, беседовать. Отличный вечер в Рыбацкой избе. Это не то, что дома, да?
Ой, не говорите. Дома совершенно все не то и все Да, не дома сейчас кот начнет тереться об ногу. Рыбу просить, да? Рыбу просить, а так. Ну, завтра будет и рыба, и коту.